После распространения ложных сообщений о смерти Абдурахима Хеита и их опровержения самим Китаем, уйгуры начали акции «Я тоже уйгур» и потребовали от Китая видео своих близких, связь с которыми была прервана. Иностранцы со всего мира поддержали данную акцию. Глава Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса провел серию важных переговоров в США. Долкун Иса вместе с Омаром Канатом и Нури Пели посетил Министерство иностранных дел США и Белый дом, где провел встречи с конгрессменами и комиссаром по религиозным делам. Также делегация посетила Центр Вашингтон-Пост и проинформировала издательство о последних событиях. Депутат от партии Добра в Анкаре Халил Ибрагим внес предложение о рассмотрении вопроса Абдурахима Хеита, ранее объявленного убитым. Бывшего специалиста разведки военно-воздушных сил США обвинили в шпионаже в пользу Ирана. Американские следователи подтвердили информацию о расследовании дела Моники Элфрид, потребовавшей от Ирана политическое убежище и обвиняемой в передаче Тегерану секретной информации о своих сослуживцах. Официальные представители США оценили действия Элфрид как угрозу народу, армии и государственной безопасности США. На юге Филиппин официально объявлены итоги второго референдума органического закона Бангасамора, решающего судьбу мусульман Мора. Большинство жителей Северного Котабата проголосовало за присоединение к автономному району Бангасамора. Таким образом, 63 поселка, за исключением Исабеллы и Басилан, находящихся в Минданао, войдут в состав Котабата и Бангасамора.